Современная история России – это глубокая тоска по СССР, но даже не по чудовищному ущербному СССР, каким он был на самом деле, а скорее по желаемому образу коммунистической империи. И война на Украине – это не что-то новое для русских, скорее логика, продолжающаяся благодаря мировому нейтралитету по отношению к предыдущим российским войнам. Войны. И везде риторика была одинаковой. Россия пыталась представить себя миротворцем, борющимся с националистами. Распад Советского Союза совпал с разгосударствлением Нагорного Карабаха. Это продолжалось 6 лет. Южная Осетия, 1991-1992 годы, Северная Осетия и Ингушетия, 1992 года, снова российские войска. Террор и захват территорий. В том же году был проведен еще один эксперимент по созданию марионеточного государства Приднестровско-Молдавской Республики. Тогда погибло по меньшей мере 1000 человек. 9294 Абхазия – первая жестокая интервенция в Грузию, в результате которой погибло почти 3000 человек. 9297 Таджикистан – еще одна попытка построить так называемую Российскую империю в Центральной Азии. Чеченская война в середине 90-х годов унесла жизни 5 российских оккупантов и 1000 мирных жителей. Русские фактически проиграли Первую войну, но они вернулись в 1999 году, и в течение следующих 10 лет они разрушили реальный суверенитет Чечни, создав вместо этого марионеточное государство Кадырова. Вторжение 2008 года в Грузию, акции и создание марионеточного государства Абхазия. 2014 год. Русские вторгаются в Украину в первый раз. Аннексия Крыма и части территорий Донбасса. В 2015 году русские в Сирии поддерживали диктатора. Там погибло 500 000 человек. В 2022 году начнется война на Украине на глазах у ЕС, НАТО и других институтов. Россия ожидала такой же невежественной нейтральной позиции мирового сообщества. Но, похоже, пришло время остановить это государство и признать Россию террористическим государством.